Добрый день. Мы завершили насыщенный рабочий день в Душанбе. Прежде всего хочу сказать о мероприятии, которое проходило в рамках Организации договора о коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел. Мы рассмотрели несколько важных вопросов, договорились о том, что в рамках нашей общей работы, связанной с подготовкой к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы проведем серию мероприятий, одобрили совместное заявление, которое будет распространено и в ООН, и в ОБСЕ, на других международных площадках. Договорились о конкретных аспектах празднования этого мероприятия и в Москве, и в других столицах стран ОДКБ. Принципиально важно, что эти планы были поддержаны участвовавшими во встрече министров иностранных дел ОДКБ, представителей ОБСЕ, это действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и руководитель Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Мирослав Енчин. И в ООН, и в ОБСЕ принято решение о том, чтобы дату Великой Победы достойно отметить, и мы согласовали с нашими партнерами, как это конкретно будет организовано. Мы также одобрили план консультаций стран-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, обороны и безопасности. Это насыщенный документ, предусматривает более 20 мероприятий, и в рамках начатой несколько лет назад программы координации внешнеполитической деятельности через представление совместных позиций на международных форумах мы одобрили очередной перечень совместных заявлений, которые наши послы, представители при международных организациях разработают в текущем году в ООН, ОБСЕ, в Совете Европы и в других структурах. Всего согласовано 10 тем, которые будут положены в основу совместных заявлений. Ну и, конечно, мы рассмотрели взаимодействие между ОДКБ и ОБСЕ, высказались за то, и это было поддержано председателем ОБСЕ господином Дачичем, чтобы генеральный секретарь ОДКБ в рамках своего участия в ежегодных министерских мероприятиях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе активнее участвовал наряду с другими главами региональных организаций в выработке путей повышения внимания к вопросам общеевропейской безопасности. Идет процесс Хельсинки плюс 40. Нам важно, чтобы давно провозглашенный принцип неделимости безопасности обрел плоть и кровь, как говорится, и был воплощен в конкретные механизмы, позволяющие каждой стране на пространстве ОБСЕ, независимо от того, является ли она членом одного или другого блока, чувствовать себя в безопасности наравне со всеми другими странами. Это серьезнейшая проблема, и в том, что она системно не решалась, заключается одна из причин сохранения конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе причина возникновения тяжелейшего внутриукраинского кризиса. Кроме всего прочего, мы в Душанбе провели двусторонние переговоры с руководством Республики Таджикистан. Только что завершилась встреча у президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Мы выразили удовлетворение развитием наших отношений в экономической сфере. Многие вопросы, решение которых призвано продвинуть наше взаимодействие вперед, были рассмотрены на состоявшемся в прошлом месяце заседании Межправительственной комиссии торгово-экономического сотрудничества. И мы высказались четко в пользу того, чтобы все эти договоренности как можно быстрее и эффективнее выполнялись. Развивается межпарламентское сотрудничество. В прошлом году руководители парламентов России и Таджикистана обменялись визитами. Состоялся в Москве осенью прошлого года межрегиональный форум с участием областей Таджикистана и субъектов Российской Федерации. Это очень важный уровень, который цементирует именно на уровне человеческого общения дружеские связи между нашими народами. Высказано удовлетворение тем, как решаются проблемы легализации и обеспечения максимальной комфортности
для трудовых мигрантов из Таджикистана. У нас уже подготовлены 4 дополнительных соглашения, которые позволят максимально разрешить все проблемы, которые в этой области пока еще существуют. Но сдвиги есть, и главная задача – вывести этих людей из тени, сделать их полноправными, защищенными, чтобы никто не мог их, в общем-то, эксплуатировать по большому счету. Говорили о развитии нашего военно-технического сотрудничества, об оказании России Таджикистану как союзнику по ОДКБ военно-технической помощи, прежде всего с учетом тех угроз, которые нарастают с южного направления в связи с деградирующей, несмотря ни на какие заявления в обратном, обстановкой в Афганистане.